К нам приехали с Турции наш преподаватель, профессор Ширин Акбулут Демирджи, которая продемонстрирует сегодня свое творчество на фортепиано. Мы ее приглашаем. Таким сказать, кто она, что. Наша профессор училась в лицее изящных искусств Бурсы. В 2001 году окончила университет Улуда в Бурсе также. В 2000 году она заняла 3-е место на международном конкурсе молодых музыкантов-пианистов. Получила фортепианное образование во Франции и была удостоена почетного диплома профессора Дезире Никова. Позднее она получила степень магистра искусств в Государственной консерватории Тракия в Эдирне и степень доктора музыкальных искусств в Государственной консерватории Мимара Синан в Стамбуле. Была назначена научным сотрудником как в Университете изящных искусств имени Мимара Синана, так и в Университете Улуда в Бурсе. В 2012 году получила премию университета в области искусства. В 2013 премию за исполнительское мастерство, а в 2014 премию за проект. Она выступает в качестве исполнителя с многочисленными концертами в Турции, Венгрии, Италии и других странах, а также выступала с докладами на многих международных конференциях. В настоящее время профессор Акбулут Демирджи работает директором Центра балканских исследований Университета Улуда в Бурсе и преподает фортепиано и камерную музыку на кафедре музыкального образования. Ben öncelikle İlmi Hoca başta olmak üzere davet için ve burada olduğu için çok heyecanlı ve çok mutluyum. Это вы все поняли. Она благодарит за то, что мы ее пригласили поучаствовать и как на нашей конференции, также и дать свой сольный концерт. Bugün kadın bestecilerimizin, aslında hepsi de yaşayan kadın bestecilerimizin solo piyano eserlerini size tanıtmaya çalışacağım. Türk müziği örneklerini dinleteceğim. Сегодня преподавателем Ширин Акбулут будет исполнено произведение турецких композиторов-женщин. Они все живые, все молодые, поэтому будем слушать внимательно и наслаждаться музыкой. Да. İlk bestecimiz Beyha Önder Ritter, Çağrı adlı eserleri serisinin ilkini seslendiriyorum. Buradaki çağrı barışa, sevgiye, birlikte olmaya olan bir çağrıdır aslında. Одной из мы начнем Перихан Önder Rider, произведение Чары, это призыв на русском. Первая, вторая, третья части как призыв к большой красоте, дружбе, общению, миру и так далее.
Следующий композитор — это Эджем Мерве Бюдже. Произведение Мехлика «Султан» было написано по мотивам одноименного стихотворения Яхи Кемаля. Олицетворяет желанные мечты 7 юношей, тех, кто гонится за этими мечтами. А гора Каф препятствует на пути к мечтам. Молодые люди отправляются в путь, чтобы достичь Мехлики Султан, то есть своих мечтаний, преодолевают различные препятствия и сталкиваются с реальностью. Произведение состоит из 2 частей. Первая часть начинается с 7-кратного повторения мотива, олицетворяющего 7 юношей. Вскоре после этого описывается образ Мехлики Султан, каким его видит композитор. Часть безрезультатно заканчивается описанием путешествия и препятствий. Во второй части 7 юношей достигают колодцев, музыка становится более радостной с появлением Мехлики Султан в воде, и когда юноши отказываются от своих мечтаний, Мехлика Султан им слышится снова. Произведение таким образом заканчивается.
Gökçe А. Карджибаш, произведение, которое написала в трудные дни пандемии, является доказательством тому, что мы можем оставаться дома, когда наша социальная жизнь заканчивается, что мы можем думать обо всем до мельчайших подробностей и создавать новые произведения, которые рассказывают именно о нас. Оказывается, нам это нужно было. Это ситуация тюрьмы в наших домах, чтобы иметь возможность работать, творить и уделять время себе. Свобода в музыке – это своего рода бунт против необходимости оставаться дома. Начало произведения описывает очень спокойный и обычный день, но через некоторое время это спокойствие сменяется эмоциональностью, как и в жизни. После того, как эта эмоциональность продолжается некоторое время, идея о том, что мы должны вернуться к реальной жизни и уйти от этой эмоциональности, снова уступает место основной теме. Финал произведения обрывается в воздухе. Он заканчивается большим вопросительным знаком. Продолжится ли этот конец? И чем закончится эта история? Это вызывает любопытство. Слушай.
seyircimiz Çiğdem Borucu. Bu müzikler aslında film müzikleri, film için yazılmış. İlki Göç, ikincisi Balkan Kadınları. Ben ilkini çalarken her zaman şey diyorum, sadece ülkeden ülkeye değil, şehirden şehire, diğer küçük bir yerde bile ömründe bir göç hikayesi olmayan neredeyse hiç kimse yok. Ve her seferinde bunu çalarken o nasıl diyeyim, tekerlek sesini her seferinde hissediyorum. İkinci eser ise Balkan Kadınları. Onu da çalarken ben kendim de Bulgaristan göçmeniyim, eğer çevirebilirseniz. O benim çocukluğumdan bugüne kadar gelen yaşamımın içindeki her sahne gözümün önüne geliyor aslında. Следующий композитор это Чиğdem Borucu, произведение «Миграция, переселение, Göç» на турецком и произведение «Балканские женщины», «Балкан Kadınları». Были написаны именно для немых фильмов, снятых на территории бывшей Османской империи в конце 1890-х годов. И для нее это особенно важно, эти произведения, потому что каждый раз, когда она проигрывает данное произведение, у нее перед глазами всегда такая вот картинка вырисовывается, как вот какое-то колесо крутится, и вот стук этих колес, и вот такой вот ассоциация с данным произведением.
oldukça. Bu eserlerin hepsi aslında bilinmiş halk ezgileri. Onları Merve Hoca piyanoya uyarlıyor. Kısa kısa parçalardan oluşuyor. Ama bütün Anadolu'nun o müzik yelpazesini böylelikle seslendirmiş olacağım. Следующие 10 отрывков из произведений известного турецкого композитора Мерве Бедиолу. Эти 10 отрывков, они считаются как народные, и данный композитор сделал их в обработке, своей обработке. Вот эти народные произведения. İlki Efeler, daha sonra Ninni ile devam ediyorum. İlk eser Efe. Efe de bizim Ege bölgemizdeki çok gösterişli erkek dansçılarımıza deniyor hocam. Первый отрывок это Эфелер называется, и как мужской танец, вот что-то наподобие того. А дальше пойдут колыбельные есть Бюльбюлюм алтын кафесте. Я думаю, что вы как-то поняли, да, соловей в золотой клетке. По-моему, бюльбюль это соловей. Да. Денизде, на море, как-то вот такого плана. Ben isimleri söyleyeceğim, siz çevirebilirsiniz. İlki Efeler. Первый это Эфелер. Второй отрывок это как колыбельная. Üçüncü eserimiz Üsküdar. Üsküdar zaten bizim aynı zamanda İstanbul'da bir semt. Üsküdar это как в Стамбуле район.
ismi Şenlik. Название этого отрывка «Радость». Şimdiki eserimizin ismi ise Nefes. Воздух. Bu eserimizin ismi Gün Işığı. Солнечный свет.
Bu eserimizin ismi Aksak. Следующее название, я так понимаю, как хромой. Может, старейшина? Нет, вот как-то вот идет как... Aksak. Что-то вот такого. Хромой. Sıradaki eserimiz etüt. Yine Türk müziği üzerine yazılmış bir etüt olacak. Çok güzel de etüt Aynen ama sadece ezgiler o Türk müziği üzerine. Обработка вот этих турецких мелодий. Bülbülün altın kafeste. Соловей в золотой клетке. Son eserimiz Deniz'de. Aslında bu Karadeniz bölgesinin horon var bizde halk danslarında.
Ona ithafen bir çeşit horon müziği alınarak bestelenmiş bir eser. Последний отрывок это на море. Я так понимаю, вот эти черноморские, да? Хоры, на основе танцев. На основе танцев. Близко к нам. Уважаемые коллеги, я думаю, что вам всем очень понравился концерт. И хочу выразить госпоже Ширин большое-большое, огромное спасибо. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Я не знаю, здесь очень много пианистов, но очень хочется заиметь эти ноты, правда? Очень прекрасные. Особенно последний сбор. Да, особенно последний сборник. Çok güzelmiş de bu sizin piyano notlarınızı paylaşabilirsiniz. Tabii bestecilere sorayım. Size У них такое есть, что они должны спросить композиторов. Если они дают добро, то Mail она может yapacağım. делиться со всеми. То есть даже сегодняшнее выступление, она обзвонила всех композиторов. Кто-то с Германии, кто-то с... Sadece kitabı bırakabilirim o basılı olduğu için ama diğer Ей дали это добро. Вот авторские права, а вот тебе и авторские права. Ну, будем надеяться, что они... Yani aslında bu eserler şöyle, yani bir 23 saatlik araba yolculuğundan sonra gelip yarım saat önce piyanoya geldiğini söylerseniz, yani böyle bile çalınabilecek öğrencilerime de öğrettiğim eserler. Ama çok renkli, bizim hani kendi müziğimizin bütün renklerini, paletlerini, bir palette tüm renkleri taşıdığı için ben seslendirmek istedim. O yüzden onların da çalabileceği bir eser. Она хочет сказать, что получается как с корабля на бал. Она 23 часа была за рулем, приехала и сразу, не отдохнувши, полчаса она разыгралась, и вот она сегодня выступила перед вами. Учеников, что как бы что бы ни было, вы должны быть всегда в форме, и вам сказали выступить, значит, вы же... Мы не заметили. Ama bir şey belli değil. Это профессионализм. И от кафедры культуры и искусств хотим вам подарить вот такую книгу. Böyle bir kitap size hediye etmek istiyoruz. Она посвящена первому ректору нашего İlk rektör Murat Üniversitesi. Да, Денис Танасогло к столетию. Да. Юзил. Burada все его произведения записаны ансамблем Дюзова, который вы услышите в воскресенье на празднике вина. И это вам. Да. И традиционный сосуд, в котором чотра, в котором хранили вино. Orada şarap tutarlar. Onunla da davet ederler düğünlere, başka... Evet. Yani bu kültürün içinde olmak benim için de çok önemli. Buna da ayrıca çok sevindim çünkü... Bu tadil, tava. Еще мы дарим вам
вот такую вот книгу, сборник произведений Aa, фортепианной и О. камерной музыки композиторов из Гагаузии. oo. Здесь соблюдены все авторские права, Evet. все дали Ну, добро Варна композиторы. Свечаласа Сормана. Сюда входят Да, как произведения таких уже именитых композиторов, как Дмитрий Гагауз, Михаил Колса, Иван Челак. Здесь есть аранжировки и авторские произведения Татьяны Ивановны Щеголевой Татьяна Ивановна. и молодых А. композиторов Анетты Бюк и Михаила Ротаря. O zaman ben nasıl şimdi kendi bestecilerimizi burada tanıttım. Bir elçi olarak bunları da çalıp Türkiye'de Evet, tanıtmakla evet. görevli Gagauz, olacağım. evet. Это вам в подарок, пожалуйста, играйте. Hediyesi onların sağlık, ellerinize sağlık. Ellerim de oldu. Çok teşekkür ederim.